Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Подготовка к проведению весенне-полевых работ, осуществление дорожной деятельности, обеспечение пожарной безопасности, профилактика правонарушений и другие вопросы обсудили в рамках единого информационного дня. В город прибыл министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Работу традиционно начали с приема граждан. Машиностроителей 29, дом двухэтажный, 24-квартирный. Мягкая кровля этого дома изношена, верхние этажи страдают от постоянных подтоплений. Министр и глава администрации отметили, что данную проблему частичным ремонтом не решить. Необходим капитальный. Для того, чтобы подвинуть сроки, можно увеличить тарифы капремонта. Все это решается на общедомовом собрании советом дома. Жители должны организовать для начала сам совет. Затем уже искать варианты решения проблемы. В администрацию обратилась мама 3 детей. В рабочем порядке ей предложили пути выхода из сложившейся жизненной ситуации. Вопрос был по назначению детского пособия. Также выслушали мнение жителей по состоянию дороги, тротуаров возле 11-й школы. Обращение взяли на карандаш. Выездную часть информдня продолжили на Канашском автовокзале. Осмотрев владение предприятия, руководители встретились с активом вокзала. Сергей Артамонов ознакомил присутствующих с планом проведения весенне-полевых работ и дорожной обстановкой. Привел некоторые цифры по потреблению сельхозсырья. Чувашская республика. По молоку мы обеспечены на 134%. Каждый из нас с вами в год, мы с вами, не замечая этого, многие могут сказать, я вообще молоко не пью. Выпиваем 256 литров молока каждый в Чувашской республике. Это сыры в переводе на молоко, йогурт и так далее. Вот вся то, что в хлебе молоко, там итого 256. Мясо мы съедаем с вами 67 килограмм. Это я так ради интереса вам говорю. Картофель съедаем 173 килограмма, овощей 101 килограмм. Ремонт и содержание дорог. На эту статью также направляются серьезные суммы. Строятся мосты, производится ямочный ремонт. Имеется проблема затопления дорог и жилых домов. Еще один очень острый вопрос – интернет-пространство, где некоторые сайты, игры доводят детей до суицида. Морально неустойчивые дети – это чаще всего подростковый возраст, становятся жертвами. Общение с детьми, родительский контроль. Глава и министр попросили внимательнее быть как к своим детям, так и к чужим. Говоря о детях, благотворительный фонд именем детства во имя детства вновь запускает сбор средств для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, тяжело больных. Каждый желающий сможет принять участие и перечислить в фонд денежные средства. Олеся Григорьева, Евгений Назаров. Вести недели. Готов к труду и обороне. Те горожане, кто в физкультурно-оздоровительном комплексе сдал все нормативные испытания, из рук олимпийского чемпиона Владимира Воронкова получили специальные значки. Встречу открыл Владислав Сафронов. Нормы ГТО имеют несколько ступеней. Для детей делят 5. С 6 до 8 лет, с 9 до 10, с 11 до 12, с 13 до 15 и с 16 до 17 лет. Мужчины и женщины сдают свои нормативы. Бег, отжимания, подтягивания, плавание и другие виды испытаний эти школьники выполнили блестяще. В советские времена нормы ГТО сдавали все. Владислав Сафронов положительно отозвался о возврате спортивных результатов. Вы не видели ту страну, где мы жили. Где сдавали вот эти ГТО, и другие мероприятия были. И лишний раз убеждаюсь, все новое, хорошо забытое старое. И, естественно, молодец Владимир Владимирович Путин, что оценил вот это и вернул нам этот комплекс ГТО. И сейчас уже Искандер Наилович перечислил, ввели льготу при поступлении, а это делается для того, не для того, чтобы вы поступали, а чтобы у нас нация стала здоровой, занималась спортом. Владимир Воронков активно участвует в спортивной жизни города. С некоторыми ребятами знаком лично. Выразил свою радость за высокие достижения школьников. Это именно государственная программа и поддерживается на самом высшем уровне. Идея была именно от президента России. Глядя на нашу молодежь, вы меня извините, ради Бога, но буквально 6-7 лет тому назад, конечно, у нас было очень на низком уровне физическая культура. И мы сами видим, какими мы становились. Особенно мы, ветераны, смотрели, бывая на уроках в школах, в институтах, в техникумах, которые не могли ни разу потянуться, не могли 10 раз отжаться.
И сейчас это совсем другое дело. Нет уже таких тучных ребят, если сравнивать с Америкой, с Европой, где мы очень часто были. Европа ушла от этого, а Америка, она, в принципе, погрязла в тучности, вы представляете. Но это связано с питанием и, самое главное, в движениях. Что такое физическая культура? Это жизнь. Отсюда вырастает здоровое поколение, и ваше дальнейшее поколение, оно тоже будет здоровое. 20 марта олимпийский чемпион отметил свое 73-летие. Со знаменательной датой его поздравили глава и приглашенные гости. Разрешите от вашего имени, от своего имени поздравить Владимира Петровича, пожелать здоровья, успехов. Он вчера выступал. Всем, говорит, желаю, мои годы выглядят вот так. У него сегодня день рождения. Знаками «Готов к труду и обороне» наградили активных детей города. Призвали всех присоединиться к здоровому образу жизни. Олеся Григорьева, Евгений Назаров, администрация города. В соответствии с планом работы военного комиссариата Чувашии в средней школе номер 3 состоялась учебная тренировка мобилизованных граждан города Канаша, Канашского и Янтиковского районов. О ходе проведения заседания призывных комиссий по мобилизации смотрите далее в нашем сюжете. В заседании комиссии приняли участие главы 3 муниципалитетов. Председателем по городу является Владислав Сафронов. Он представил основные цели и задачи каждому члену призывной комиссии. Выполнение мероприятий строго по регламенту. Военному комиссару города Канаш, Канарской и Чувашской республики провести поставку мобилизационных людских и транспортных ресурсов по боевой готовности полная в соответствии с планом проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов. Доклады о ходе выполнения мероприятий представлять мне каждые 2 часа. В случае срыва немедленно. По окончании поставки ресурсов представить доклад и анализ за все органы местного самоуправления и организации города. В ходе тренировки был развернут пункт предварительного сбора граждан. Проведена комплексная проверка по вопросам мобилизационной готовности и организации воинского учета. Подобные занятия ежегодные носят профилактический характер. В масштабе этого проведена призывная комиссия занятия по мобилизации. Контрольное оповещение граждан, пребывающих в запасе. Мы сейчас на первом этаже идет проверка военных билетов, военно приписанных билетов. Значит, проведем с ними мероприятие, скажем, с какой целью мы их собрали, доведем порядок работы. Вот на этом все. Могу сразу родных, близких наших граждан, пребывающих в запасе, успокоить. Никогда на военные сборы или на какие-то мероприятия мы не отправляем. Это чисто контрольное оповещение. Олеся Григорьева, Евгений Назаров, 3-я школа. В спортивном зале ДЮСШ «Локомотив» состоялись решающие игры чемпионата Чувашской республики по волейболу среди мужских команд 2-й лиги. Право сыграть в финале получили команды города Канаша, Порецкого района, Экра, Чебоксары, Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Зрелищной игрой насладились и мы. Игру начали команды «Локомотив» города Канаша и «Экра» города Чебоксары. С первых подач стало понятно, что турнир будет жарким. Настроение добавляли болельщики. Уровень игры соответствовал. По статусу это 2-й эшелон чувашского волейбола. И, соответственно, здесь собраны сильнейшие команды, которые выступают в данном эшелоне. Игроки все молодые в спорте с детства. Многие освоили несколько видов спорта, но остались в волейболе. В нашей команде всего лишь 1 год. Все первокурсники, успехов пока нету. Занимаемся у нас на территории сельхозакадемии в нашем новом спортивном зале. Ну вот сейчас выступаем в финале Кубка чемпионата Чувашии. Сборную команду города Канаша поддерживают администрация, депутаты, представители бизнеса. Благодаря поддержке депутата Государственного совета Чувашской республики Виталия Валерьевича Иванова, возглавляющего Федерацию волейбола города Канаша и Канашского района, благодаря личному примеру главы администрации города Канаша Владислава Васильевича Сафронова, который постоянно поддерживает команду, сегодня стало возможным то, что в городе есть по-настоящему
команда мужская сборная города Канаш, которая уверенно выступает в чемпионате Чувашской Республики. Такого уровня игры поддерживаются государством. Значение спорта растет, к этому привлекают и молодежь. Несколько лет назад у нас витала идея, чтобы большой волейбол пришел к нам в город. И вот благодаря усилиям ребят, представленных в нашей команде, а это прежде всего ребята пожарной части, ребята агентства по поддержке малого бизнеса, студенты Канашского транспортно-энергетического техникума. Благодаря нашей сплоченности и общему вкладу сегодня мы имеем то, что в городе есть команда по волейболу, которая достойно выступает в чемпионате Чувашской Республики. Успех ценен тем, что не так-то и много и не так-то и просто содержать команду по игровым видам спорта, к которому относится и волейбол. Но нам это удалось. В финал вышли достойнейшие команды. Победителем чемпионата Чувашии по волейболу стала сборная города Канаша. Хочется поблагодарить организаторов этого турнира, то, что проводят такие мероприятия. Болельщиков, те, которые всегда болеют за нас. То есть выездные игры, они с нами выезжают, постоянно поддерживают, болеют. И хочется поблагодарить министерство, то, что организовывает такие турниры. Победа как? Победа, она сладкая. То есть команда, которая проиграла, достойна сражаться в финале, но, видите, везет сильнейшим. Сегодня не хватило больше духу, нежели сил. В волейболе уже давно, наверное, с 8 или 9 класса. На данный момент мне сейчас 29 лет, можете посчитать сами, что уже более 10 лет занимаемся. Вот. Очень приятно, что приехали в Канаш. Тут дружелюбная обстановка всегда была. Вот. Ну, пусть будет, нам не хватило немножко сил, но на следующий год, я думаю, все наладится. Победителей наградил глава администрации Владислав Сафронов. Вручил кубок чемпионата. Специально для «Вестей» Олеся Григорьева, Евгений Назаров, Искандер Мингалеев. В минувшие выходные на территории Канашского лесхоза прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы олимпийского чемпиона Владимира Воронкова и заслуженного тренера России Владимира Григорьева. 19 марта в Чебоксарах Владимир Воронков и глава Чувашии Михаил Игнатьев приветствовали участников 23-х традиционных всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Весенняя капель» памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской Республики Николая Михайлова. Как прошли соревнования и какие впечатления оставил город Канаш на этот раз? С Владимиром Воронковым пообщалась наш корреспондент Марина Баринова. В беседе участвовал Владислав Сафронов. Я всегда с большим удовольствием приезжаю в нашу замечательную республику. И сегодня мне хочется сказать, что у нас в преддверии две олимпиады, зимняя и летняя. Поэтому в первую очередь хочется пожелать тех, кто готовится к этим прекрасным соревнованиям, чтобы наконец-то пришли успехи к нашим, именно чувашским спортсменам нашей прекрасной республики. Мы уже давно, особенно в зимних видах спорта, сейчас, правда, появилась ласточка в биатлоне Акимова. Я думаю, что таких ласточек у нас скоро будет очень много. Поэтому хочется пожелать, чтобы от нашей республики на зимнюю олимпиаду поехало не менее 2-3 человек. Я думаю, эта мечта моя сбудется. И вы заметили, что за последние годы, благодаря главе республики Игнатию Михаилу Васильевичу, в Чувашии выстроено столько фоков, что, по-моему, ни в одной России, ни в одной области столько не выстроены. И очень отрадно, что эти фоки не пустуют. И потом есть спортивные залы, которые находятся именно в селе, прямо в деревне. И когда туда приезжаешь, зал набит битком именно молодыми, перспективными спортсменами. Это, конечно, радует, очень радует. Что отрадно, что с каждым годом спортсменов, участвующих в этих соревнованиях, все больше и больше. И самое главное, что у них результаты растут. У нас вот на моей лыжне, по сути дела, почти 100 человек выполнили норматив первого разряда. Когда это было раньше? Да никогда, вы представляете. Поэтому или в Чебоксарах бегут гонку 50 километров,
Вот. Это, в общем-то, уже, как говорится, мужество, вы представляете, притом не бегут не один, не два человека, а 50-60 человек. Конечно, раньше такого не было в республике, поэтому благодаря большому вниманию, конечно, спорт в республике стал развиваться. Мы вчера слушали главу города Канаша, что намечаются очень большие перемены. Я вот сегодня хочу обратиться ко всем, помочь нашему главе, чтобы он обратился с таким: мы хотим парк превратить в доступность. Ну, в общем, парк, он и должен быть парком, вы представляете? Поэтому, мне кажется, каждый житель должен внести свою лепту, и уже глава республики, глава города Канаша выберет лучшие варианты. И я думаю, через 5-10 лет это будет самое прекрасное место в городе Канаше. Тем более он в центре. Обращаю внимание на парк, на город, на другие соцобъекты, потому что вот мы понимаем и стараются открыть рабочие места, найти предпринимателей, инвесторов, строить заводы, но в то же время мы понимаем, и вот в последнее время это поняли все, самое главное, правительство наших Российской Федерации, и они начали на это обращать внимание, чтобы создавать комфортные условия проживания для людей в городах. И одно из направлений тоже развитие общественного пространства. Это где люди собираются, общаются. И я так думаю, что лучшего места, чем наш парк, для взаимного общения людей, для того, чтобы отдыхали, не найти. Если вот Медведев заявляет, 20 миллиардов рублей выделено на городскую среду, из них 265 миллионов Чувашской Республики. А Канашу из этих денег попадает более 26 миллионов. Из них по условиям дворовые территории будем ремонтировать, 6 дворовых территорий, порядка 16 миллионов туда уйдет. А вот на парк у нас вот появляются средства в размере 11 миллионов рублей. Но я вот и вчера перед школьниками выступал, просил их пожелания. У нас, конечно, есть эскизный проект развития парка. Вот мы думаем, куда в первую очередь направлять эти средства. Поэтому нам, чтобы нас не ругали потом, что мы не то строим, очень важно иметь мнение наших горожан, что мы в первую очередь хотим строить. Ну, Владимир Петрович рядом сидит, огромное ему спасибо, потому что вот за эти дни очень большую работу проделали в патриотическом воспитании и спортивном воспитании. Провели мы лыжню на призы, соревнования по лыжам, на призы Воронкова, олимпийского чемпиона. Очень много детей участвовали, там выступали. Потом вчера встречу организовали со школьниками. Сегодня он проработал. Огромное спасибо. Чтобы люди не говорили, что только на парк мы обращаем внимание, естественно, на другие дворы мы говорим, дороги. Мы вот объездную дорогу должны построить сейчас в рамках развития моногорода. И если вот финансовые средства, прошлый год мы освоили 78 миллионов на дорожное хозяйство, это и реконструкция, и ямочный ремонт, и содержание дорог. В этом году эта сумма у нас равняется 230 миллионов. Но в основном это, конечно же, на объездную дорогу, на строительство, порядка 170 миллионов. А дворовые территории, я скажу так даже, правительство и на уровне правительства Российской Федерации, и мы все понимаем, если вот человек просто получит какие-то объекты, он дорожить не будет. Хоть игровые площадки, хоть асфальтом покрыть. Поэтому в этом проекте городской среды предусматривается софинансирование самих жителей. Вот в этих 6 дворах провели собрание дворовых территорий, то есть жителей, и они приняли решение до 10% собирать средства. То есть вот возьмем улицу Кооперативная, там где Находка, магазин Водолей, 4 дома, там бюджетных средств будет выделено 4 миллиона, они сами еще 400 тысяч соберут, депутаты, жители просто,
и будут устраивать по своему усмотрению игровые площадки, другие. Но я думаю, таким образом обустроенные сооружения, они будут храниться, сохраняться и использоваться. Конечно, конечно, да. Мы должны понимать, что мы сами хозяева, никто нам ничего не сделает, сами Все правильно, да. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.